приветствовать вас и в гостеприимной аудитории Национальной библиотеки Чувашской Республики, и в библиотеках муниципальных образований во всех районах и городах Чувашии, и как руководителя Центра финансовой грамотности Минфина Чувашии меня уполномочили передать вам добрые слова, добрые пожелания успешной работы от имени первого заместителя председателя Кабинета министров Чувашской Республики Михаила Геннадьевича Ноздрякова и от имени всего коллектива Минфина Чувашии пожелать успешной работы. И с удовольствием хотелось бы представить слово ведущему спикеру нашего проекта со Сбербанком, Минкультурой и Национальной библиотекой. Это начальник управления безопасности отделения по Чувашской Республике ПАО «Сбербанк» Афанасьеву Родиону Леонидовичу. Сегодня у нас одна из самых актуальных тем – это финансовая безопасность. Пожалуйста, Родион Леонидович. Да, добрый день, уважаемые коллеги. Смело могу. Сейчас я перейду в другое место, чтобы у меня было и лучше видно, наверное. Да, если можно. Вот сюда встану. Презентацию, я надеюсь, все видят. Если ее не видно, пожалуйста, как-то дайте знать. Да, на начальный слайд, если можно. Ну сейчас я назад ее. Ага. Да, я смело могу сказать, что поприветствовать вас всех как коллег, потому что в силу своей трудовой деятельности я был и преподавателем в некоем роде, и библиотекарем в некоем роде, да, и сотрудником полиции, и вот сейчас работаю в банке, поэтому все присутствующие, как я понимаю, там есть эти все категории, наши сограждане, все остальные. Всех приветствую. Мы сегодня поговорим об очень важной теме, которая, наверное, касается всех, и с которой так или иначе все мы сталкивались. Кто-то, ну скажем так, без последствий, а кто-то, к сожалению, с последствиями, поэтому эта тема очень важна, и непонимание, незнание этой темы, к сожалению, оборачивается очень такими грустными событиями. Вы наверняка все слышали ситуацию, ну, в новостях это было, когда один из учителей, ну это просто как пример я привожу, да, чтобы понять, объясню почему. Один из учителей, ну, скажем так, отдал мошенникам порядка 7 с лишним миллионов рублей. 7,5 миллионов рублей. И вот эта вот ситуация, и таких случаев, к сожалению, немало. Мы сейчас об этом очень подробно поговорим. Но почему этот пример я привел? Да? Учителя наши уважаемые, это люди, которые имеют высокое образование, да, высшее образование, в том числе ну, советское, российское. То есть их нельзя отнести там, к категориям недостаточно образованных людей, но при этом они тоже попадают вот, на ловки этих мошенников. Это не только касается учителей, это и предприниматели, это в том числе и работники банков, к сожалению, такие случаи тоже есть, и сотрудники полиции такие случаи были, и предприниматели, и молодые люди, которые как бы все, мы предполагаем, что молодые люди вроде продвинутые в этом вопросе, да, в вопросах общения с компьютерами, с телефонами и так далее, с гаджетами разного рода, но при этом они тоже попадаются. И вот анализ этой ситуации натолкнул нас на несколько вопросов. Да, сейчас, секундочку, презентация что-то не хочет пока. А вот пошла. То есть вот эти печальные проблемы, я вот буквально несколько вопросов здесь на презентации отразил, чтобы было всем понятно, да? Почему эта тема важна? На самом деле, вот это просто как пример, ущерб, да, в такой огромной сумме для человека, для любого, вот, ну, обычного обывателя, скажем, как мы все, как в большинстве с вами являемся, это непомерно большие деньги. И последствия потом с этими вот проблемами, они очень тяжелые. Да? Любой из вас, если представит, что вот в такую ситуацию вляпается, ну, наверное, совсем-совсем грустно становится. Да? И вот самый главный вопрос, почему? Трудно сказать, что кто-то не слышал про эти вот кибермошенничества, потому что ну, уже практически там и по телевизору, и по радио, и даже в магазинах там разного рода, в автобусах, где только об этом не говорят. В интернете передачи всякого рода снимаются, да. И сказать, что об этом вообще никто не слышал, наверное, это не совсем правильно. Так, в общем-то, все об этом, наверное, слышали так или иначе, да. Но это происходит. И вопрос возникает, а почему это происходит? Как же так получается, что вроде все знают, а попадаются, да?
И вот вопрос. И я тоже попытался вот ответить себе на эти вопросы, как, так и почему. Сейчас эти вопросы, которые у меня сложились в голове, наверное, вылезут сейчас сюда на экран, что-то они пока не хотят. Вот. То есть главный вопрос, который как бы у меня возник, а почему? Что сбило с толку людей, которые, значит, вот попались на удочку мошенников? Это первое, наверное, состояние сильного душевного волнения. То есть человек сильно испугался, сильно разволновался по той или иной причине. Второй момент, который является, наверное, очень важным, это доверие. Доверие к человеку, который вдруг ему позвонил. При том, что звонил человек неизвестный, незнакомый, с какого-то вообще непонятного номера, но ему доверились. Почему? Непонятно. Дальше. Мы все, наверное, специалисты в областях каких-то там, да, ну, кто-то в большей степени, кто-то меньше, в каких-то разных областях там. Но мы в любом случае, как любой другой нормальный человек, мы не можем знать все особенности всех, работы всех служб, там, структур, организаций и так далее. Правильно? То есть все это вот, упирается в то, что мы что-то знаем, но что-то и не знаем. Это естественно, это вполне логично. Но это как раз и используется, да, жуликами. И потом еще один момент, который тоже для меня, наверное, вот как вопрос он такой возник. Что это такое? Почему это так делается? Действительно ли нужно это делать? То есть у нас, к сожалению, да, мы вот не привыкли, наверное, критически мыслить. Нас, наверное, вот особенно вот поколение вот старшего, да, к которому я отношусь тоже, может быть, и те, кто еще советское образование застал, учился, родился в СССР, как говорится, да, нас учили верить, нас учили доверять там, и так далее. Да? А критически мыслить нас не учили. Ну, может быть, на это были определенные идеологические, в том числе, моменты. Да? Слишком много вопросов было бы, наверное, если бы мы начали там, слишком много думать. Так вот, вот эти вопросы, которые вот здесь я обозначил на этом вот слайде, да, как раз, наверное, самые важные, чтобы понять всю эту ситуацию и проблему. И давайте мы вот с этим как раз постараемся разобраться. То есть причины основные, которые мы, вот, исходя из ответов на эти вопросы, можем увидеть. Да, это отсутствие знаний о социальной инженерии, то, о чем мы сейчас будем говорить, что это такое, многие даже иногда не знают или слышали, но не совсем понимают, что это такое. Да? Отсутствие знаний об особенностях работы банков в наших условиях. Если раньше мы представляли банк как какой-то там, ну, Сберкасса как пример, да, там раньше-то других и не было, собственно говоря, да, приходили в кассу, положили деньги на вклад, потом сняли, либо там провели какой-то платеж. Сейчас банки все, абсолютно все банки, они являются такими, ну, скажем так, монстрами в плане предоставления услуг. Причем услуг современных, услуг электронных в том числе, помимо всех остальных, да, сервисы и так далее. Но об этом не все, и точнее мало кто знает, и тем более знает особенности всех этих услуг, как они работают. Следующий момент, о котором надо сказать, да, ну, в силу определенных обстоятельств, да, в большинстве своем мы не знаем, как работает полиция. Мы не знаем, как она работает. Мы слышали там какие-то новости, да, что там что-то случилось, что-то там раскрыли, что-то там не раскрыли и так далее. Но механику работы, да, какие-то специфические особенности, методики там и так далее мы знаем там только в лучшем случае по фильмам, там, да, детективам, которые показывают на каждом канале там по десятку. Причем фантазируют так, что прям это удивляешься. Вот. И вот этот вот момент, о котором я тоже выше сказал, отсутствие критического мышления. Мы не научились задавать себе вопрос, а действительно ли это так? А нужно ли это? Правильно ли это? Насколько все это вот правда и так далее. Вот мы этому, к сожалению, не учились. И вот сейчас мы, наверное, как раз об этом должны поговорить. Вот эта статистика, она такая неофициальная, скажем так, но общая, да, для понимания. Это за первое полугодие. Сейчас она, конечно, чуть поменялась там в какой-то степени. Но смысл в чем? О чем я хотел здесь сказать? Что, по сути дела, при том, что вроде бы везде об этом все говорится, да, вот как мы уже говорили, там и в новостях, и по телевизору, и в газетах, и так далее, но при этом количество преступлений продолжает, ну, сохраняться примерно вот на том же уровне. Причем раскрывается их достаточно мало.
И ущерб, который причинен, огромнейший, вы видите, но возмещение, опять же, недостаточно большое. И кто-то может сказать, что вот здесь вся проблема, полиция такая-сякая, плохо работает и так далее. Нет, на самом деле дело не в этом. Дело в том, что есть определенные проблемы общие, государственные, законные, законодательства, технические проблемы, которые надо решать нам всем вместе. Это вот эти цифры для того, чтобы мы просто понимали, насколько это важно всем понять для себя. Самое главное, можно долго там цифрами всякими там оперировать и так далее, но самое главное понять принцип, как происходит. То есть для этого вот сейчас мы об этом немножко поговорим поподробнее. Вот чтобы немножко углубиться в тему, да, вот здесь я на этом слайде рассказал упрощенно, как работает вот этот мобильный банкинг. Это в любом банке, неважно какой там банк, это, значит, любой мобильный банкинг, он работает по принципу очень простому. Заключает договор с банком, клиент заключает договор с банком, где указывает определенные свои идентификационные реквизиты, ну, как правило, телефон, да, чаще всего, чтобы можно было там, соответственно, ну, производить операцию. То есть любой телефон или другая информация от клиента является для банка достаточно такой, ну, важной, да, критичной и воспринимается банком как информация самого клиента. То есть вот этот вот клиент, которого банк видит по номеру телефона, отправляет СМС о необходимости перечисления денег, да, куда-то там, кому-то. Банк получает это сообщение там, в виде СМС-сообщения, в виде, может быть, там, ну, сообщения в интернете, соответственно, да, в онлайновском каком-то формате. И банк уточняет у клиента, действительно ли вы хотите отправить, то есть направляет повторный запрос в виде сообщения, что введите, если вы действительно совершаете эту операцию, введите определенный код, предположим, да, и только после того, как клиент ввел вот этот вот код, банк воспринимает поручение клиента как его легитимность, ну, этого поручения и исполняет это поручение, значит, в виде проведения операции. Поэтому основная задача всех вот этих жуликов – это получить вот эту очень важную информацию. Если вы замечали, когда смс-ка приходит, ну, отправляете там перевод, идет везде строка «Никому не сообщайте данную информацию». Никому. А вот как раз жулики это и хотят получить. То есть вот это вот основная задача, чтобы мы все понимали, для чего это все жулики пытаются, значит, выведать. Теперь, как же жулики пытаются, мошенники, получить вот эту информацию? Два таких основных пути, которые позволяют это сделать, да, преступникам. То есть они либо получают возможность несанкционированного доступа к управлению устройством мобильным, да, телефоном, там, компьютером, планшетом и так далее. Каким образом? Вот здесь я нарисовал три основных пути. Это вирусное заражение, некие сим-клоны сим-карт, клоны сим-карт, точнее, тоже, к сожалению, такие вещи могут производить ну, в сговоре с представителями компаний мобильных телефонов, да? Либо получение критичной информации по карте. То есть мы, если совершаем операцию, ну, наверняка многие из вас уже начали пользоваться там услугами интернета, интернет-покупок каких-то, да? Как пример просто я сейчас привожу. Как правило, мы для того, чтобы что-то купить, вводим информацию о номере карты, вводим CVV-код, так называемый, там сзади на оборотной стороне карты, да? И дальше после этого еще приходит сообщение «Подтвердите». И после этого, как правило, значит, только происходит списание. И вот жулики как раз пытаются получить вот эту вот информацию. И второй момент – это непосредственный контакт с человеком, когда преступник звонит по телефону и начинает человека, ну, так уж, такой термин, да, не совсем, может быть, красивый, разводить. Вот это как раз и есть социальная инженерия. Об этой социальной инженерии мы сегодня постараемся более подробно поговорить, потому что, как правило, чаще всего люди, ну, мы становимся грамотнее, мы становимся более, умеем или научились более-менее защищать свои там компьютеры, телефоны, паролями там разного рода и так далее. Но вот доверие к звонкам, к сожалению, пока оно еще является таким вот бичом, наверное, да. И вот как раз об этом мы поговорим. То есть жулики, преступники пытаются от нас получить информацию либо о наших картах, соответственно, да, там какие-то реквизиты карт там и так далее. Либо второй момент, они, что более страшно еще, убеждают человека самому совершить операцию. И вот это как раз и является такой наиболее серьезной проблемой, потому что
Если по остальным моментам технически уже банки начинают, используя искусственный интеллект, блокировать эти операции по определенным критериям, могут заблокировать, да, увидеть, что операция нестандартная, необычная и так далее, и заблокируют, то когда сам клиент эту операцию проводит, сам лично, еще и подтверждает, у банка вроде как и оснований-то нет, собственно говоря, у любого, да, остановить эту операцию. Это поручение клиента. И вот здесь наша задача разобраться именно в этом вопросе. Как этого избежать? Пойдем дальше чуть. И вот как раз мы переходим к основной вот этой вот теме нашего сегодняшнего разговора, да, это социальная инженерия. То есть я не буду сейчас научными там какими-то терминами оперировать, да, мы назовем это проще. Социальная инженерия – это умение управлять людьми в своих корыстных целях. Ну, как пример, если хотите, да, вспомните сказку вот эту нашу известную, ну, не нашу в смысле, да, «Голый король». «Голый король» – это на самом деле вот пример, красивый исторический пример социальной инженерии, когда мошенники всем наплели, навешали вот эту историю про то, что кто не видит, то значит сам дурак, да, как говорится. И поэтому, используя вот эту схему, они, по сути дела, совершили, ну, назовем это языком юридически, мошенничество, да, получили деньги от короля, там кучу денег, еще там чего-то, да, имущество какого-то, там, парчи и так далее, и сбежали. Это вот классическая схема. Причем вот этот вот метод «Голый король», название в том числе одним из методов манипулирования тоже в том числе подходит, ну, такой термин есть, метод голого короля, то есть когда вот так вот рассказывают. Но это немножко другая история, мы о ней, ну, можем поговорить отдельно, либо вы сами это сможете посмотреть. Так вот, социальная инженерия как раз тем, ну, в аспекте, в котором мы сейчас с вами находимся, да, как раз речь о том, что нас пытаются преступники заставить самих нас заставить отправить деньги этим преступникам. Анализ, который Сбербанк проводил, ну, вот, ну, я уж так назову, но я просто не знаю про другие банки, поэтому я могу только говорить про Сбербанк в частности, да, про Сбер. В Сбере уже несколько лет работает система службы кибербезопасности и система противодействия кибермошенничеству, в том числе, которая останавливает огромное количество вот этих вот попыток совершения мошеннических действий. Многие, значит, наверняка уже, может быть, даже прочувствовали, когда приходит СМС-сообщение о том, что эта операция совершается мошенниками, поэтому и блокируется операция. Но детали можем долго рассказывать, у меня по времени немножко ужали, поэтому я постараюсь очень коротко. Но при этом, при всем, вот этот анализ говорит о том, что более 90% мошенничеств, которые совершаются в отношении граждан, это методы социальной инженерии. То есть когда людей убеждают самих совершить ту или иную операцию. И вот еще более страшно, что из этих 90%, более 90% в том числе, это самопереводы. То есть когда люди сами совершают операцию. И банк, ну, как бы не может здесь уже им воспрепятствовать практически. Хотя уже сейчас принимаются меры как раз к тому, чтобы даже и это притормаживать, но, по крайней мере, стараются это делать. Дальше. Значит, смотрите, самые частые случаи, которые происходят, ну, как предлоги для обращения жуликов, преступников к клиентам, это, как правило, предлоги, которые заставляют человека сильно взволноваться. То есть их цель – вывести человека из душевного равновесия и, собственно говоря, сделать так, чтобы человек ни о чем другом думать не мог, только вот испугаться и действовать так, как ему говорят. То есть вот блокировка карт наиболее часто такие, да, вот вам звонит какой-нибудь там человек, представляется там какими-то жуткими должностями, там начальник там то ли полиции, то ли чего-то еще, и говорит, что ваша карта там заблокирована, вам для того-то надо сделать, или представляет сотрудником банка, соответственно. И вам необходимо подтвердить реквизиты какие-то, нам направить и так далее. Пугает тем, что, значит, была совершена попытка хищения ваших средств, и вам для этого надо срочно перевести куда-то деньги там, на какой-то безопасный счет и так далее. Или там на вас хотят оформить кредит, и вам надо срочно для закрытия этого кредита оформить новый кредит и опять же его куда-то там перевести. Немало случаев было, когда звонят люди, вот эти преступники, представляются опять же сотрудниками там, полиции, Следственного комитета, там, я не знаю, кем угодно.
И начинают там опять же эту же версию раскручивать, что вот сейчас там у вас пытаются украсть деньги, мы сейчас проводим там оперативный эксперимент, и вы сейчас должны нам помочь поучаствовать, и, соответственно, вам надо для этого сделать то-то, 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 и дальше идет диктовка того, чего должен сделать клиент, соответственно. Клиент пугается, клиент, опять же, его пугает чем? Да? Пугает тем, что, не дай бог, вы там кому-то что-то скажете. Ни в коем случае нельзя, запрещено, мы вас сразу посадим, потому что вы нарушаете там секретные, разглашаете секретные сведения там, и так далее, и так далее. Все, иначе, если вы сейчас кому-то скажете, даже там мужу, сестре, там, брату, сыну и так далее, завтра или там, через 5 минут приедет полиция, вас в наручниках куда-то там увезет. Это вот как раз то, о чем мы говорили, что люди не знают специфику работы, вот, в том числе правоохранительной системы. Да? Ну и так далее. Это попытка, значит, получения и так далее. Ну, в общем, это основные случаи. Я надеюсь, успели прочитать, пока я тут разглагольствовал. Значит, есть и другие, вот я здесь выписал, значит, другие предлоги, с которыми обращаются люди, преступники к гражданам. Я их перечислять не буду, вы посмотрите, пожалуйста, надеюсь, презентацию все видят. Но, опять же, надо понимать, что это перечень далеко не исчерпывающий. К сожалению, жулики очень креативные, и они находят огромное количество предлогов. Они максимально быстро реагируют на все изменения, которые происходят вот в мире, в социальной сфере, да, там какие-то выплаты, какие-то там, я не знаю, компенсации и так далее, и сразу же это все вовлекается в вот эту схему преступную для обмана граждан. Поэтому мы сейчас не будем перечислять все схемы, это бесполезно, их огромное количество. И если там у нас коллеги вот из полиции присутствуют, они, я думаю, вам могут эти примеры привести достаточно в большом тоже, значит, ассортименте, как говорится. Да? Мы поговорим о принципиальных вещах, чтобы мы понимали, почему это происходит и как этого избежать. То есть, еще раз, вот вывод из того, что мы с вами вот сейчас только что проговорили, да, какой должен быть для нас. То есть мы должны понимать, что основная задача мошенника – это получить вот эту важную критичную информацию от вас, от клиентов, да, то есть путем, опять же, обмана, либо убедить вас провести операцию ту или иную самому и перевести деньги на счет преступников. Вот две ключевые задачи, которые у преступника, значит, возникают, да, или преследуются. Как же нам разобраться, кто нам звонит? Значит, первое, наверное, мы должны для себя, ну, давайте мы начнем с другого немножко. Смотрите, мы с вами все, вот все присутствующие, да, мы живем, кто-то в домах, в квартирах, там, я не знаю, в общежитиях, может быть, кто-то живет, но у нас у всех есть дверь дома, да? Внешняя, наружная дверь, которая закрывается на ключик, на замочек. Я надеюсь, что все присутствующие, никто не скажет, что у него там на вместо входной двери висит занавеска, да? Или там ковер. Таких, я надеюсь, уже нет. У нас есть ключ, есть замок. Для чего? Давайте зададим вопрос. Для чего? Зачем нам дверь и замок? Ну, наверное, очевидно, да, скажешь, что ты идиотские вопросы задаешь. Очевидно, что мы знаем, что есть люди, которые зовутся ворами, там, преступниками, которые могут нам залезть в квартиру и украсть у нас там какие-то ценности, правильно? То есть такие люди есть, мы об этом знаем, поэтому мы закрываем дверь на хороший замок. Ну, зависит от там возможностей, понятно. Или собачка там у нас гавкает там громко, да, или кусается даже, и так далее. Мы знаем, вернее, мы, когда нам надо вдруг идти по лесу куда-то там, ну, ночью, да, ну, вот жизнь заставила там какая-то ситуация, надо куда-то там идти, дойти до какого-то места там, надо вот вечером, ночью по темноте, либо по лесу, либо по парку, там, может, по темной улице, там, каким-то переулкам, да, мы, наверное, либо как-то постараемся это дело обойти, несмотря на то, что это может быть дольше, может быть, потратить деньги на такси, предположим, да, или там еще как-то, либо мы возьмем кого-то с собой там в помощь, да, какой-нибудь дяденьку мощного там, желательно с дубинкой, либо с собакой. Почему? Потому что мы знаем, что есть такие люди, которые могут на нас напасть, которые могут нам причинить вред, беду, ну, в лучшем случае просто отобрать там сумку, кошелек и так далее, в худшем могут наступить более тяжкие последствия, правильно?
То есть мы об этом знаем. И вот мы для себя, наверное, уже должны тоже, вот, ну как сказать, в голове уложить такую вещь, что помимо вот этих всех преступников, которые где-то там есть, которые могут залезть в квартиру, могут залезть в карман, там, на рынке, в сумке, да, там, или в автобусе и так далее, могут на нас напасть там, в лесу и так далее. Есть другие преступники, другая категория преступников, это киберпреступники. Они есть, они существуют, и к этому надо просто уже, ну, скажем так, привыкнуть. Это новая, скажем так, каста, наверное, преступников. И вот, когда мы вот это для себя в голове уложим, что такие люди есть, существуют, и они рядом где-то там находятся, и в любой момент могут оказаться, как, скажем так, попытаться на нас воздействовать, да, мы уже дальше начинаем соображать. То есть любой звонок, который поступил с незнакомого номера, или даже со знакомого, он должен нами уже восприниматься с некой такой опасностью. Вот сейчас мы об этом как раз поговорим. То есть, как понять, что вас пытаются обмануть? Во-первых, вот зная вот теперь уже немножко, что такое социальная инженерия, да, мы сразу должны для себя уложить, что если нас пытаются, ну, во-первых, что делает преступник? Как правило, он представляется каким-то авторитетным там, ну, абонентом, да, он может представиться работником банка, каким-то там начальником большим, может представиться работником полиции, там, следователем каким-то, там, прокурором, там, кем угодно, да, хоть Владимир Владимирович Путин может представиться. Его задача, вот, обозвав себя вот этим высоким статусом, вынудить человека поверить ему и убедить в том, что надо что-то делать. Это вот первый шаг, который, как правило, преступники используют. Да, второй момент, который важен. Они сообщают о какой-то проблеме, угрозе, которая заставляет вас, соответственно, заволноваться. Для того, чтобы вывести вас из колеи, чтобы вы перестали соображать, чтобы вы начали думать, как же спастись. И тут же вам подсказывают совет, как от этой ситуации избавиться, как спасти свою вот эту вот денежку, да, какие-то там счета, как вообще, собственно говоря, решить эту проблему. И вот это как раз и начинается. То есть вот они нагнетают обстановку, потом говорят, что надо прям срочно, немедленно, прям через 2 минуты, через минуту, иначе все будет поздно, как говорится, клиент уезжает, гипс снимают и так далее. Да? В обязательном порядке это все происходит. И вот очень важный момент, о котором преступники столкнулись уже, они совершенствуются постоянно, к сожалению, да? Они моментально все вот эти свои огрехи, если у них что-то не получилось с каким-то человеком, да, они начинают там все вместе, там, собирая там свой курултайчик, и, а что ж не сработало-то, где, на чем мы прокололись, да, и начинается вот это все дело, опять же, совершенствоваться, да, то есть у них есть, чтобы было понимание, определенные там так называемые скрипты, да, ну, то есть вопросники и ответы, которые должны быть, да, то есть вопросы, которые могут задавать жертва, и как на них правильно ответить, как на них среагировать. То есть это вот очень серьезная такая, к сожалению, преступная деятельность, которая требует от нас понимания вот этих рисков. И вот когда они поняли, что люди начинают у кого-то интересоваться, спрашивать, и те, кто-то им посоветовал, и люди перестают контактировать, они начинают как раз об этом и говорить, что вам запрещено, это секретная информация, мы вас посадим за разглашение, поэтому ни в коем случае вообще никому, ни полиции, ни соседу, ни тем более там родственникам, близким, ни тем более работникам банка, вообще ни о чем не говорить. Иначе все они в сговоре, и все они там нацелены на то, чтобы вас все украсть. Дальше. В последнее время участились случаи, когда для подтверждения легитимности своих слов, подтверждения того, что они действительно представители там, каких-то силовых структур и так далее, они начинают присылать свои служебные удостоверения, якобы служебные удостоверения там, с фотографиями, там, с жуткими названиями, там, старший следователь по особо важным делам, там, чего-нибудь такого. И так далее. Могут присылать письма от имени банка, якобы, что у вас там какая-то проблема, вам срочно надо что-то сделать. Да? Либо это с гиперссылкой придет, либо просто в виде фотографии там, какого-то документа, да? Может быть. И вот как раз дальше под предлогом необходимости идентификации, когда они там человека чувствуют, что человек уже разволновался и, собственно говоря, верит всему, о чем ему говорят, они должны начинать тоже как предлог. Мы хотим проверить, что мы действительно разговариваем с вами, а не там с каким-то там другим товарищем, да, ну-ка назовите нам такие-то, такие-то реквизиты.
Когда человек уже весь взволнован и мало чего соображает, он начинает говорить и делает все, что ему говорят. Бывают случаи, когда они там, опять же, под предлогом того, что вот кибермошенники, все дела, ни в коем случае, сейчас я вас переключаю на робота, вы ему там все расскажете, никто об этом не узнает и так далее. Ну, то есть вот такие случаи в том числе были. И дальше, как уже завершение вот этого всего процесса, происходит указание, чего надо делать. То есть либо человек в онлайне, там, если он может, или телефон ему, мобильное устройство позволяет там что-то сделать, либо его просят подойти в ближайший там филиал и там что-то совершить, да, там снять деньги, перевести их куда-то, там получить кредиты, перевести и так далее. То есть дальше уже управляют этим человеком. Нам получалось в ходе взаимодействия посмотреть некоторые протоколы допросов вот этих потерпевших. Там, конечно, вещи жуткие. Человека по несколько дней держат на телефоне. Это даже в интернете там вот было недавно где-то. Несколько дней держат на телефоне, не разрешая ему ни с кем разговаривать. И человек покорно выполняет все действия. Мало того, что он ни с кем, никому ничего не рассказывает, ни своим близким, никому. Он идет, снимает деньги, он получает кредит и отправляет на те вещи, на те адреса, на те телефоны, там, счета, которые ему указывает преступник. И вот вопрос как раз с чего мы начинали. Почему, да, это происходит? Дальше. Вот я сейчас, вот этот слайд, он самый простой. По сути, я могу дальше ничего не рассказывать, да, вот этот слайд, он самый ключевой, наверное, в моей презентации, самый простой, примитивный, условно говоря, который надо просто для себя понять. Дальше мы немножко его раскроем поподробнее, но вот принцип такой. То есть вы должны, каждый из нас, когда, вот еще раз вспомнив о том, что есть такие люди, как мошенники, телефонные мошенники, они есть, они существуют, от них никуда не деться, они есть. Надо с этим просто смириться. Вот солнце есть, дождь идет иногда, да, вот мы что с этим сделаем? Вот и эти тоже люди есть. К сожалению, мошенники были во все времена, начиная с истории по наше время, и, к сожалению, будут преступники и мошенники и так далее, да, и вот они есть. Поэтому вот как только к вам позвонил кто-то, неизвестный вам, вообще с незнакомого номера, или человек, который даже со знакомого номера, мы об этом тоже поговорим, да, что такое IP-телефония, позвонил и начал вам чего-то там рассказывать, жуткие вещи всякие, про то, что у вас сейчас украдут деньги, что вас там пытаются получить кредит, что, значит, вы стали жертвой там преступников в Сбербанке там, или где-то еще, там, или в каком-то другом банке, неважно, да, вот здесь вы должны сразу подумать. Ну, мы об этом чуть ниже, да? То есть отнестись с недоверием к звонку неизвестного нам надо. Надо успокоиться и немножко включить мозги. Второй момент, который очень важен. Мы должны помнить и знать очень простые вещи, самые простые вещи, что никакой банк, во-первых, никогда ничего не спрашивает, тем более полные номера, реквизиты и так далее. А сейчас вообще, по-моему, уже ушли от этого, там просто присылают сообщения. И тем более не просит никуда ничего совершать, никаких операций с вашими деньгами по телефону. Это второй момент. Третий момент очень важный, да, что никакие полицейские, никакие там представители правоохранительных органов, МВД, ФСБ, прокуратура, там, Следственный комитет, все что угодно, кто бы, кем бы ни назвался, никогда не просит совершить никаких действий по телефону, тем более с финансами. С вашими деньгами никто никогда не просит никаких действий совершить. Вот это простая формула, которую надо просто понять. В принципе, никакая нормальная организация никогда не просит совершить операции с финансами по телефону. Вот и все. Следующий момент, который надо просто запомнить. Ни в коем случае никогда ничего нельзя делать по звонкам. Если вам кто бы ни звонил, кто бы ни просил что-то там совершить, кем бы ни представлялся, какой бы там угрозой вас не пугал, никаких действий с своими деньгами, своими операциями, счетами там и так далее, вообще финансовые какие-либо операции, да и любые другие, по телефону, по диктовку тем более нельзя совершать. Просто нельзя и все. Вот это надо сделать, запомнить, да? И надо прервать разговор. Просто положить трубку. Пока вы разговариваете с преступником, вы находитесь под его воздействием. Он найдет тысячи слов, тысячи аргументов, чтобы вас убедить и ответить на все ваши вопросы. Но вот об этом чуть подробнее. Вот это слайд, который просто надо вот
в голове запомнить. Да, проще. Позвонили, сразу подумал, а точно ли это тот человек? А мне же нельзя ничего делать. Так не делается, так не бывает. Но не бывает, потому что просто не бывает и все. И ни в коем случае я не буду совершать никаких операций. Все, положил трубку. Вот теперь чуть-чуть, скажем, поподробнее, да? Так, время поджимает, но еще есть, да, у нас? Значит, если вам позвонили, надо успокоиться. Успокоиться и вот, как мы говорили, немножко критически помыслить. А действительно ли мне звонит вот тот человек, кем он представляется? Почему я должен верить-то, собственно говоря? Почему я знаю? Да, он мне прислал какую-то бумажку, но это мы тоже об этом чуть пониже поговорим, да, следующим слайдом. С какой стати я должен верить? Подделать в наше время можно все. Любую бумажку можно подделать. Я уж не говорю про деньги, да? Хотя деньги подделать это очень тяжело, но их подделывают. А уж какие-то другие там письма, якобы документы, удостоверения там на любую, с учетом нашей компьютерной техники, да, все что угодно рисовать можно. То есть с какой стати? Это первый вопрос. Второй момент. Действительно ли это тот самый номер, с которого поступил звонок? Мы должны помнить и знать, это все, уважаемые коллеги, сограждане, значит, мы должны знать, что есть такая вещь, как IP-телефония, технология, которая позволяет преступнику вставить любой номер вот, в свой звонок или сообщение. То есть человек, которому преступник звонит, увидит тот номер, который сам преступник вставил. Не реальный номер, с которого происходит звонок, а тот номер, который забил преступник. И что они делают? Вот это тоже надо просто в голове знать, помнить и не забывать. Что IP-телефония есть. Вот есть жулики, есть IP-телефония. Что делают преступники? Они просто открывают, ну, зная номер телефона, да, мобильного, ну, по региону, там, вот 927, например, это Чувашия, да, там, ну, или какие-то другие номера. Другой регион откроет, там есть своя группа номеров, с которой начинается, значит, мобильный номер телефона, да. Они открывают, ну, неважно, там, Чувашию, там, или там, Ростовскую область. Они знают, что они звонят в какую-нибудь там Чувашию или в Ростовскую область. Они открывают на сайте, в интернете справочник, сайт МВД вот этого региона. Там, или Чувашии, или кого-то там, неважно, куда они звонят. Ну, возьмем сейчас мы нашу родину, Чувашию, нашу, как говорится, малую родину. Открывают сайт, и там есть целая куча телефонов всяких начальников. Начальник следствия, там, начальник, министр, там, замминистра, не знаю, начальник отдела, уголовного розыска, какого угодно. Открывайте сайт прокуратуры, там тоже есть телефоны. Откройте сайт, там, я не знаю, Следственного комитета, там тоже есть телефоны. Может быть, там фамилии не стоят, а телефоны там есть. И вот этот номер телефона, указанный на сайте, они вбивают вот эту вот систему IP-телефонии и совершают звонок. И человек видит не реальный номер, с которым мы позвонили, а номер, который введен преступником. И он видит номер наш местный, региональный. А преступник так и говорит: я там следователь, не верите, пройдите, зайдите в интернет и проверьте, это мой номер телефона. И человек, который даже захочет проверить, зайдя в интернет, увидит действительно этот номер телефона. И начинается дальше развод. То есть человек верит, да, действительно, наверное, это так. Наверное, действительно что-то происходит, и надо как-то там с этим что-то делать. Этого быть не должно. Мы должны с сомнением отнестись к тому номеру, который мы видим на экране своего мобильного телефона. Потому что мы знаем, что есть IP-телефония. Мы знаем об этом, вот все. Поэтому не верим. И главный, наверное, вопрос: а что вдруг он там мне не решает посоветоваться с моим там мужем, женой, там, детьми и так далее. Да? А с какой стати, собственно говоря? Почему я не могу с ними поделиться проблемой? Может, надо их деньги тоже спасать, к примеру, да? Или там еще что-то такое. А может, у меня муж работает там, или там, я не знаю, там брат, сват, там сын работает в той же самой полиции. Что же, он мне враг? Он же мне не враг, он тоже готов, наверное, мне будет помочь. Давай-ка я ему позвоню. Почему нельзя? Никакой логики. Но мы об этом почему-то не думаем. Но не все, слава богу, да? Второй момент, поподробнее. Если вам опять же позвонили, вот то, о чем мы с вами говорим. Мы должны вспомнить, что банки никогда не просят никаких там действий совершать и каких-то сведений дополнительных от вас не просят. В банке все это есть. Опять же мы вспоминаем про IP-телефонию, что даже номер там от банка тоже может быть подделан.
То есть звонок, который вы видите, номер телефона, это не факт, что это обязательно банковский там номер, да? Это мы опять же вспоминаем про IP-телефонию. Мы должны, что вот последнее время там очень часто происходит, да, когда звонит какой-то преступник, там следователь там кем-то или там работник банка представляется и говорит, вам надо, мы знаем, что по вашему обобщенному номеру Центробанка, мне самому тоже звонили, также рассказывают. У нас есть информация, что вас там пытаются что-то, значит, увести, украсть и так далее. Вам надо сейчас срочно перевести деньги с этого обобщенного счета на какой-то там другой защищенный счет и так далее, и так далее. Ну, вот понятно, что люди, которые далеки от там бухгалтерии, там каких-то финансовых там учреждений и так далее, ну, не всегда могут знать, что про какие-то там счета, да, как они открываются и так далее. Ну вот здесь очень просто, да, давайте мы просто для себя в голове уложим, что никаких там обобщенных счетов не бывает. Есть тот счет, который вы открыли сами лично, пришли один раз в банк там или 2 раза или 3 раза в один, другой в третий и открыли счет. Вот у вас эти 3 счета и есть. Никаких новых других счетов не будет и нет. Никто никогда без вашего ведома никаких счетов не открывает, тем более каких-то единых банковских счетов. Нет таких счетов. Просто нет. И об этом надо просто помнить. Ну и вот как мы здесь уже прочитали, надеюсь, что работник банка не будет не запрашивать никакие там коды, тем более, да, ни в коем случае. И тем более просить или совершить какие-то операции, перезвонить на тот номер, который отличается от официального банковского. Такого не бывает, потому что не бывает никогда. Про полицию. Мы тоже об этом говорили, сейчас поподробнее. Да? То есть еще раз обращаем внимание, что никакая полиция, прокуратура, Следственный комитет, вообще никакая правоохранительная структура, да и вообще никто никогда не просит вас совершить финансовые операции, какие бы то ни было. Полиция никогда не привлекает клиентов для совершения своих оперативных мероприятий. Для этого существуют совершенно другие люди. Нет такого. И полиция никогда не имеет права направлять никаких там, не только полиция, да, вот эти правоохранительные структуры, не имеет права направлять фотографии своих служебных удостоверений. Но нельзя им этого делать, потому что это удостоверение, если оно оказалось в интернете, оно может быть 10 раз подделано, использовано как-то еще. Да? Это запрещено. И это надо знать просто, и все. То есть в лучшем случае полиция вас пригласит к себе в подразделение, там, в территориальный орган, и дальше там с вами будет разговаривать о каких-то там вообще вопросах и так далее. Но ни в коем случае по телефону не будет вас просить никогда совершить какие-то операции. Вот все. Опять же, этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Вот такая простая формула. Следующий момент. О том, о чем мы говорили поподробнее. Да. Нельзя никогда совершать никаких действий, которые вас просят совершить по телефону. Вот просто нельзя, и все. Как бы вам ни угрожали, чем бы вам там ни грозили, просто нельзя. Вот запомните, и все. Помнить надо одну простую вещь, что если вдруг проблема возникла и банк об этом знает, банк сам заблокирует операцию. Все. Тем более нельзя подключать какие-то там по ссылкам переходить, подключать какие-то услуги. Бывает, что звонит преступник и говорит, там срочно вам надо там что-то сделать для этого, для защиты вам надо установить такую-то программу. Вот я вам скинул, пожалуйста, по этой ссылке перейдите, значит, и установите. Устанавливая на телефоне, на планшете, там, на компьютере какую-то программу, которую вам кто-то прислал, неизвестно кто, да, вообще, вы рискуете позволить преступникам управлять своим мобильным устройством. Для этой цели они вас пытаются вот обмануть таким образом. Нельзя, просто нельзя, и все. Что бы вам ни предлагали по телефону там, или в интернете приглашали, там, нельзя. Вот запомните, все очень просто. Ну и вот вспомните, что надо прерывать разговор. Почему надо прерывать разговор? Я вам приводил вот эти примеры, да, их много на самом деле, их очень много, к сожалению, когда люди по несколько часов, по несколько дней разговаривают с преступниками, ни с кем не общаясь и так далее. И отвечает на те вопросы, которые вы задаете. Ну, не вы в смысле, а вот жертва задает, да. Они, чем больше задают вопросов, тем больше сами себя убеждают в том, что это правда. Они просто сами себя убеждают. Поэтому, как только вам позвонили и сказали, что я там из банка, или я там из полиции, вы просто отключаете телефон или говорите, я сам сейчас перезвоню. Отключаете телефон и набираете сами своим пальчиком на телефоне номер, который вам известен. Когда вы набираете сами,
не отвечаете или не переходите по ссылкам, которые вам прислали, да, а сами набираете. IP-телефония здесь не срабатывает. Звонок идет именно туда, куда реально должен пойти. Поэтому у вас на банковской карте, на любой, значит, есть номер, там, как правило, там, по-моему, или спереди, или сзади, не помню, номер телефона банка, круглосуточного там колл-центра. Вот вы обрубили телефон, сами набрали, позвонили и выяснили. Либо, если это днем, идете в ближайший филиал банка и задаете все вопросы. И вам там все квалифицированно просто ответят на все вопросы. Если вам представляются, звонят, точнее, представляются вам какие-нибудь полицейские, милицейские, там, из прокуратуры и так далее, вы делаете то же самое. Вы отключаете телефон, говорите, я сейчас перезвоню. Отключаете и сами набираете на тот номер, который есть в интернете или который вы знаете. Реальный номер, который есть у полиции, вашей территориальной. И говорите, что вот мне только что звонили вот с этого номера, там, или с такого-то номера называете номер. Представились там таким-то, таким-то человеком и рассказали вот такую страшилку. Объясните, правда, неправда и куда подойти, чтобы разобраться. И будьте уверены, что на 100% или там на 200% вам скажут, спасибо, вы молодцы, что вы прекратили разговор. Никто вас, ничего там с вами не происходит, вас просто пытаются обмануть. Вот коллеги из полиции, если они там присутствуют, я надеюсь, они вам это как раз и подтвердят. Что же делать, если вдруг такой звонок произошел? Да? Вот сейчас мы как раз резюмируем, по сути дела, то, чего мы тут сейчас так долго, о чем долго так рассказывали. Значит, первое, это вообще в идеале прервать разговор и самому перезвонить. То есть прервать разговор. Преступники могут пугать разными словами, что ни в коем случае не прекращайте, не отключайтесь, не прекращайте, иначе там сейчас то-то, то-то, пятое, десятое, да? И еще будут звонить еще 150 раз. Могут пытаться. Ни в коем случае телефон не брать, если он вам не знаком. Когда вот в этой ситуации, такая ситуация произошла. То есть вы прекращаете разговор и просто сами набираете либо в банковский, по банковскому номеру телефона звоните или в филиал заходите, либо идете в полицию там, или звоните сами в полицию. Все. Обязательно, чтобы вам было спокойнее, чтобы вы не волновались, позвоните своим близким. Позвоните. Никакой ответственности за то, что вы якобы там что-то разгласили, нет. Для того, чтобы человек понес уголовную ответственность, чтобы вы все понимали, да, уважаемые, это огромная работа, и вот вам сотрудники полиции рассказывают, да, что возбудить уголовное дело на человека, это надо пройти 7 кругов ада на самом деле. А тем более, когда человек нигде ни за что не расписывался, не подписывался, и тем более, если уж говорить о какой-то государственной тайне, это совершенно другая песня. Да? И чтобы человека допустили к государственной тайне, опять же, надо пройти 7 других кругов ада, подписать кучу бумаг, расписаться лично, да, и быть предупрежденным об ответственности официально на бумаге и так далее. То есть это совсем другая песня. Так не бывает. Обязательно позвоните своим близким, и вас, будьте уверены, успокоят и скажут, что все это ерунда полная, и это попытка мошенничества. И обязательно после этого зайдите, добрый день, зайдите или позвоните в полицию. Лучше зайти. Чтобы они посмотрели, как минимум приняли от вас сообщение, записали номер, с которого был звонок, и дальше уже, соответственно, провели свои оперативно необходимые мероприятия для того, чтобы дальше можно было этого преступника найти, задержать. Что делать, если вдруг все-таки вы что-то успели сказать? Такой вариант тоже, к сожалению, может быть, когда вы под воздействием преступника, скажем так, повелись, да, это слово такое нехорошее, может быть, но, наверное, более подходящее, когда вы клюнули на уловку мошенника и что-то уже успели сказать, но потом вдруг все-таки вы опомнились и решили, что надо это дело предотвратить. Значит, опять же, то же самое. Принцип практически такой. Сразу прерываем разговор, сразу же прекращаем, вообще не отвечаем на эти звонки. Срочно бежите или звоните в банк по тому номеру, который у вас указан на телефоне, или там, соответственно, или вы рядом с банком находитесь, приходите туда и просите срочно заблокировать, сообщаете, во-первых, об этой ситуации и просите заблокировать все ваши счета, операции и так далее. Это вот самые простые, да, действия. И дальше идете в полицию и сообщаете об этом факте.
Так. Ага. Вот теперь мы можем пройтись по основным правилам финансовой безопасности. У нас еще время есть, да? Минут 10. Значит, эти вещи тоже для вас не новы. Вы, в принципе, с ними так или иначе знакомы, слышали, читали и так далее, да? Буквально по ним пробежимся, буквально еще раз. Это то, что вы знаете, но то, что надо просто... Это не просто знать, да, что там шпаргалку какую-то иметь, а где-то вот уложить в голове как таблицу умножения. Ну, назовем это, ну, скажем так, правовой, наверное, или какой-то кибернетической, да, гигиена. То есть мы вот привыкли, да, мыть руки, знаем, это нормально, мы уже это делаем на автомате. Там руки моем, там умываемся, там и так далее, да. Это гигиена наша. Это здесь, вот это то, о чем мы сейчас с вами продолжаем говорить, это тоже гигиена определенная. Надо просто к этому привыкнуть. То есть никогда никому нельзя сообщать никаких вообще сведений, тем более по телефону, или где-то там опубликовать CVV-коды, пин-коды и так далее. Вообще никому. Это просто, ну, вот, правило и все. Надо знать это как таблицу умножения, как аксиому. Нельзя никогда совершать никаких действий по звонку человека, тем более, если это касается ваших денег. Что-то устанавливать, что-то там переводить куда-то и так далее. Ни в коем случае нельзя. Это тоже вот просто правило такое. Вот оно, надо знать и все. Кто бы вам что ни говорил, а с какой стати, зачем я это буду делать? Вы что, ребята, обалдели совсем? И все, ни в коем случае. Нигде никогда не указывают эти номера СМС, текстовые там какие-то файлы с номерами пин-кодов, номерами карт в сообщениях каких-то, которые вдруг там где-то вы нужны там, в письмах и так далее. И вот, кстати, пример такой, не единичный, к сожалению, да, реальный пример был, мы наверняка тоже читали, слышали. Женщина, мать ребенка, у которого там какая-то тяжелая болезнь была, обратилась, значит, с просьбой к людям помочь деньгами, да. Она разместила объявление свое, значит, описала диагноз ребенка, нужную сумму там, и так далее, так далее. Она все это описала и указала номер своей банковской карты в этом своем объявлении, в интернете где-то. Ну, естественно, жулики выждали немножко времени, да, чтобы, может быть, там денег побольше свалилось на эту сумму. Ну и эти деньги все увели, зная номер банковской карты. Поэтому его нигде писать нежелательно. Вообще не надо. Ограничивать доступ других лиц к карте. Карту нельзя никому передавать. Это вот, тоже как правило, да, кошелек же никому не отдаете своими деньгами. Просто не отдаете, да, это привычка наша, нормальная абсолютно. Так и здесь. Карта тоже никому не передается, потому что карта это тоже тот же самый кошелек. Были случаи, когда где-то там в кафе, в ресторанах, там, не знаю, еще в каких-то обстоятельствах, там человек отдавал карту то ли официанту, то ли там какому-то своему знакомому, чтобы тот сходил, что-то сделал. Потом выяснялось, что деньги похищены. Либо пин-код знают, либо просто списав вот эти все реквизиты карты, в последующем люди совершили хищение денег с этой карты. Поэтому нельзя. Сами, только сами. Никому не передаем. Ни в коем случае нельзя подключать чужие телефоны к своей карте. Такие случаи тоже были, когда вот, особенно касалось это вот вопросов покупки товаров на всяких вот интернет-ресурсах, Авито, там прочих каких-то, да, звонит, человек размещает какое-то объявление, хочу продать там, к примеру, диван. Ему звонит человек и говорит, я хочу у вас этот диван купить. Деньги вам перечислены, значит, на карту, давайте подключим, по мобильному банку. Говорит, я так не могу, мне надо там что-то сделать. И давайте мы подключим мой номер телефона. То есть человек, который не знает, продавец, вот гражданин, не знает, как пользоваться, ему преступник говорит, давайте подключим мой номер телефона к вашей карте, и я там сейчас все проведу. Человек идет под диктовку опять под телефону, значит, к банкомату, вставляет свою карту, преступник ему диктует номер, там все делает, как преступник говорит. То есть, по сути дела, под диктовку, по сути дела, совершает весь путь подключения мобильного банка, но подключает не свой номер телефона, а номер телефона преступника. И преступник становится владельцем, по сути дела, этой карты, потому что управляет ею. И все, что происходит на этой карте, все смс-сообщения, все списания идут через телефон преступника. То есть ни в коем случае
подключать чужой номер телефона к своей карте нельзя. Следующий момент. Это уже при работе с банковскими картами все продолжаем. Да, при оплате покупок в интернет-магазинах лучше использовать отдельную карту. Не ту, которую вы постоянно там используете, там, на которой зарплата, там, пенсия там падает, еще какие-то выплаты, да, а отдельную карту, которая должна быть пустой, по сути дела. Да? Ну там может рубль, там, 2-10, я не знаю, там, лежать там так, чтобы она была. Но когда вы что-то там увидели, захотели купить, вы просто на эту вот пустую карту перечисляете именно столько, сколько нужно ваших денег для покупки, и уже ее как бы засвечиваете там в интернете. Ну, по крайней мере, к другим картам доступ не получится. Нельзя ни в коем случае писать пин-коды на карте там, или пин-код вместе с картой на бумажках. Такие случаи тоже вот сотрудники полиции, я думаю, расскажут вам примеры. Когда человек вместе с кошельком или в кошельке держит карту тут же, либо чтобы не забыть. Особенно это касается пожилых, наверное, людей, больше характерно, потому что, понятно, что в силу возраста там память ослабевает, иногда тяжело запомнить, да, пин-код. Либо на карте пишет, либо бумажечка там рядышком. Человек потерял кошелек, или там у него выкрали кошелек там в автобусе, там на рынке, я не знаю, там где-то еще, из кармана вытащили. И, пожалуйста, преступник, помимо того, что деньги там, которые были, украл, он еще и полностью карту там обчистил и так далее. Поэтому этого делать нельзя. Если вот здесь тоже написано, по сути я вам сейчас читаю, вы это все видите, да, если смс-сообщение пришло или какая-то информация, что у вас списываются деньги, надо быстренько блокировать счета, звонить в банк по тому номеру, который указан, либо идти в филиал и там разбираться, но обязательно все заблокировать. Если вдруг вы кому-то что-то там сказали, номер пин-кода вдруг случайно там проговорили, там, засветили и так далее, да, в обязательном порядке надо все это заблокировать, карту, и вам выписывают очень быстро новую карту. И, соответственно, по крайней мере, списаний никаких, значит, без вашего ведома не произойдет. С мобильными устройствами тоже тема для вас всех знакомая, все мы с этим так или иначе сталкиваемся, с телефонами, с компьютерами и так далее. То есть здесь мы должны тоже помнить несколько простых вещей. Доступ к телефонам должен быть планшетом заблокирован паролем там, или, соответственно, каким-то там, сейчас современный, там, по отпечаткам пальцев и так далее, пальцев блокируется. Да? Почему это важно? Потому что может быть ситуация, когда вы там где-то находитесь в компании, там, предположим, оставили телефон, куда-то ушли, да? Кто-то у вас этот телефон украл, или вы потеряли его где-то там, такое тоже возможно, да? И если у вас телефон не заблокирован, или там планшет не заблокирован, и на нем есть тем более банковские приложения какие-то, соответственно, может произойти, преступник может, или там похититель, или просто человек, который нашел случайно, да, может воспользоваться и, по сути дела, совершить какие-то операции с вашим финансом. Поэтому обязательно надо сразу, во-первых, сам телефон блокировать, потом ниже тоже мы остановимся, при утере тоже надо все блокировать обязательно. В актуальном состоянии антивирусную защиту. Не просто там какую-то левую, да, желательно покупать, а нормальную, реально официальную антивирусную программу, которая устанавливается на телефон или там на планшет, на компьютер домашний, если у кого есть, соответственно. И, по крайней мере, он выявляет известные вирусы. Понятно, что на 100%, наверное, ни одна антивирусная программа не может защитить устройство, потому что новые вирусы, они, хакеры там разного рода придумывают каждый раз, да, пытаются пробить брешь в обороне, как говорится. Но, как минимум, от известных вирусов защитить сможет. И, как минимум, когда что-то к вам приходит, какое-то сообщение, какой-то там файл, в котором есть эти вирусы, антивирусная программа позволяет это дело обнаружить и сигнализирует, что здесь небезопасный файл, желательно не открывать его, там, лучше удалить. Да? И, по крайней мере, вы минимизируете риски вот этого заражения. А что такое заражение? Это не просто, что ваш компьютер там чихать будет, да? Или соплями там шмыгать. Ваш компьютер будет управляться извне преступником. То есть это программа, которая вирусное заражение заносит в компьютер программу, которая позволяет удаленно управлять вашей техникой. И если на вашей вот этой технике есть финансовые приложения, соответственно, они будут управлять финансовым приложением. Если есть на этом компьютере, там, телефоне, планшете, не знаю, какая-то иная информация, которая может быть интересна кому-то, да, или которую можно использовать в качестве там, предлога для вымогательства, такие случаи тоже вы наверняка слышали, это тоже может быть использовано. Слышали там утечки, что вот где-то там какая-то
суперзвезда, там, с нее вымогают деньги за публикацию ее там каких-то интимных фотографий, да, к примеру. Ну, вопрос, зачем это нужно вообще было фотографироваться, да, но это тема как бы другого немножко плана. Но преступники, не найдя ничего более интересного и поняв, что вот это более злободневная тема, и за это можно больше срубить денег, они эту тему начинают использовать и шантажируют, грубо говоря, занимаются вымогательством денег как раз под угрозой публикации там, какой-то информации. Ну и тем более, значит, далее, ни в коем случае нежелательно открывать какие-то сообщения от незнакомых вам абонентов, видео, фото, ММС и так далее, потому что они могут содержать вот эти самые вирусные какие-то вещи, которые могут дальше вот позволить управлять вашим компьютером. Вот о чем мы уже начали говорить. При утрате телефона, сим-карты, там, самой банковской карты или смены номера телефона вы обязательно должны информировать банк и отключить вот эти все вещи, которые были привязаны к этому телефону. Отключить всякие банковские приложения, там, ну, услуги, да, онлайновские. Или просто проинформировать банк о том, чтобы заблокировать вот эти все вещи. И если это телефон, соответственно, то заблокировать сим-карту, обращаясь к оператору мобильной связи, да, чтобы кто-то там не успел что-то сделать. Но сейчас есть и другие технологии там блокировки, но как минимум хотя бы это. Там зависит от того, у кого какие-то телефоны. Когда к вам, такие случаи тоже были, приходит сообщение от вроде бы знакомого вам человека, особенно это вот в переписке в интернете, в каких-то социальных группах, да, я заканчиваю, обязательно лучше перезвонить. Такие случаи были, когда взламывается аккаунт какого-то там человека, и всем его контактам рассылают сообщение: прошу помочь, у меня там заболела мама там, или там я там еще что-то такое случилось, да, и нам нужны деньги срочно, пришлите, пожалуйста, там сколько-то денег, да, там 1000, 2 там и так далее. Причем еще могут вложить там фотографию карты, где фотошопом там совершенно, но при нормальном номере реальной карты фотошопом переделывают совершенно другое изображение карты для того, чтобы запутать впоследствии, ну, следы, скажем. И человек, получив от своего друга, знакомого там сообщение с просьбой о помощи, естественно, ну, вполне логично реагирует как нормальный человек и хочет помочь, да, и присылает деньги. Ну, вот прежде чем прислать деньги, лучше всего позвонить своим близким, ну, или тому человеку, от которого вам это сообщение пришло, если он вам знаком, да, поинтересоваться реально, там, что случилось, да, чем действительно помочь и так далее. Может быть, как раз получится эта ситуация, когда на самом деле ничего такого не было, а просто был взлом вот этого так называемого аккаунта, и преступники пытаются таким образом похитить деньги. Ну и вот, наверное, главное лейтмотив заключения вот этого всего нашего выступления, это надо помнить о том, что есть методы социальной инженерии, к сожалению, преступники ими пользуются, и надо не забывать, как этому противодействовать. Все, спасибо за внимание. Надеюсь, что какая-то польза была от моего выступления. Спасибо всем. Готов, если получится, не знаю, отвечать на вопросы мы не будем, да? Да, пожалуйста. Спасибо всем, всем удачи. Надеюсь, что никто на удочку мошенников больше не попадется. И ваши близкие, передайте, пожалуйста, вот эти все меры. Ну, да. Да, я передаю микрофон Дмитрию. Вот видите. Вот, совершенно верно. Это как раз один из примеров того, что вас, они даже не знают, кому звонят, они просто набирают наобум и так далее. Да. Да, я к себе перейду тогда туда, чтобы здесь не маячить. Спасибо. Итак, коллеги, если у вас есть вопросы, просьба писать, либо, да, просьба задавать их в чате. Пока вопросов нет. Тогда давайте... Сейчас, секундочку. У нас здесь вопрос в студии. Давайте вот сейчас вы зададите, я протранслирую, Родион Леонидович ответит. Договорились? Сейчас пока вопрос один из нашей студии. Да. Хорошо. Вы только по банковской системе говорите, а вот налоговые, например, службы, когда присылают. Ну, смотрите. Да. Итак, коллеги, в нашей студии прозвучал вопрос.
следующего характера. Если вдруг какие-то сообщения либо звонки поступают от имени налоговых органов, как быть тогда? Правильно мы поняли вопрос? Спасибо. Или службы судебных приставов, да, то есть иных структур, не только правоохранительных органов или банков, да, вот еще иных государственных органов. Да, спасибо за вопрос, он правильный, абсолютно правильный момент. Я здесь не стал акцентировать на перечень всех служб, от имени которых могут поступать сообщения. Действительно, могут сообщения прийти от приставов, такие тоже и ко мне приходили, да, и там от любых социальных служб, от администрации там, и так далее, так далее. Ну, как правило, во-первых, либо звонят и опять же вот по такой же схеме начинают пугать или там обещать что-то, да, либо присылают сообщение с вложенной в него гиперссылкой. Ну, что такое гиперссылка, я думаю, многие знают, да, кто не знает, это, как правило, вот в самом сообщении находится такой небольшой фрагментик текстовый, да, подчеркнутый и синим цветом выделенный, пройдя по которому человек может как раз и заразиться. Поэтому ни в коем случае вот по таким сообщениям лучше не переходить, либо там будет указан номер телефона, там могут написать, что подробности по телефону такому-то. И вот это самая как раз гиперссылка. Либо интернет-ссылка какая-то, значит, в этом же сообщении. Да, ни в коем случае переходить не надо по этой ссылке. Надо просто, опять же, это сообщение там игнорировать и самому, если вдруг действительно вы заинтересовались или у вас, ну, думаете, что, возможно, какие-то проблемы есть, самому лично позвонить по телефону налоговой там службы или той службы, которая у вас, вот, или у нас в городе там, или там по месту жительства у вас там присутствует. Да? Либо дойти, если это недалеко, предположим, и сказать, вот у меня такое сообщение, объясните, что за дела. Я думаю, там как раз вам и скажут, что это на самом деле, опять же, попытка обмана. Ни в коем случае переходить либо вот по этим ссылкам не надо. Спасибо. Спасибо, Родион Леонидович. И еще один вопрос хотели задать у нас наши коллеги в чате. Если я правильно его понял, то он звучит так. Новые виды мошенничества, когда мошенники звонят по телефону, но даже не требуют данных карт в том или ином виде им предоставить, да, а просто вынуждают гражданина однозначно ответить «да». То есть задают какие-то наводящие вопросы, чтобы гражданин ответил «да». И не будет ли это использовано потом, чтобы за него, записав вот на аудио вот его голосовое сообщение, взять кредит на его имя или еще какие-то мошеннические действия совершить? Да, спасибо, действительно хороший вопрос. Я сейчас на нем не останавливался, потому что, ну, я говорю, мы можем очень долго тут и до вечера с вами обсуждать эту тему, но вот этот вопрос, он действительно такой, наверное, актуальный, ну, приобретает актуальность по той простой причине, что сейчас многие, может быть, компании, какие-то услуги, там, может быть, и банковские какие-то, значит, структуры начинают использовать метод, значит, биометрии, да. Биометрии по голосу, биометрии там, по внешнему виду, там, по глазам, еще по каким-то вещам. Да? Я не исключаю, что где-то уже, наверное, эта биометрия используется, и преступники могут это использовать. Поэтому действительно отвечать «да» там, или что-то еще, значит, ни в коем случае нельзя. Вот, кстати, как в одном из примеров, в одном из вот, показаний потерпевшего тоже была такая тема, что он там 2 дня или 3 дня его там мурыжили преступники, наконец он очень устал, как он пишет, значит, и тогда отказался что-то дальше делать, и тогда преступники ему сказали, что вот тогда подтвердите ваш отказ, там, скажите такие-то слова. В том числе твердо скажите нет или да, там что-то такое, да. Я думаю, что это как раз впоследствии может действительно где-то там использоваться в тех случаях, когда применяется биометрия, где биометрические данные являются там возможностью для совершения каких-то услуг, операций и так далее. Лучше этого, естественно, не делать. Не то, что лучше, а вообще нельзя этого делать. Вот. И второй момент, почему надо с преступником не разговаривать вообще в идеале, да, значит, не задавать ему никаких вопросов и тем более там не разглагольствовать. Были такие примеры, реальные тоже, да, когда ну, человек, поняв, что ему звонит преступник, он начинает с ним там, или душещипательные беседы вести, либо начинает его там, воспитывать, либо глумиться над ним, да, условно говоря, прикалываться над преступником. Там, а преступник, тоже поняв, что его раскусили, он начинает опять же задавать кучу вопросов, там, беседовать, и эта беседа начинает растягиваться по времени.
В итоге прекращается, конечно, там, могут друг друга, условно говоря, послать там, да, либо там распрощаться по-милому, не знаю, неважно. Но суть не в этом. Почему нельзя? Потому что вот этот разговор, как правило, преступниками записывается. И потом из этой вот, скажем так, записи путем определенных технологических там, перестановок, да, кусков текста, ну, не текста, вернее, а вот этого фонограммы, может быть составлено совершенно иное предложение и так далее. Был случай, когда одна женщина, то же самое, ну, почему... Был случай, когда мужчина один вот так вот очень долго разговаривал с преступником, там, над ними там, смеялся и так далее. И в итоге они потом, записав его голос, составили совершенно другой текст и стали его рассылать его знакомым. А текст там был совершенно такой неприличный какой-то, неприемлемый, то есть, в общем-то, дискредитировал очень сильно этого человека, да? Хотя он на самом деле не говорил. Другой случай, когда, значит, вот опять же позвонила женщина, преступников там обругала, там, что-то с ними стала разбираться, бросила трубку там, соответственно, да. Преступники, опять же, используя метод IP-телефонии, набрали ее номер и позвонили, значит, в полицию или ФСБ, там, неважно, куда-то в проектную структуру, и с этого номера сказали, что вот вам в такой-то школе заложена бомба или там на вокзале. Естественно, полиция увидела тот номер, который там высветился с использованием методов IP-телефонии, быстренько вычислили этого человека, ну, по номеру, да, приехали там, чуть, как говорится, лицом в асфальт тетеньку не уложили. Пока разобрались, пока там, соответственно, поняли, что к чему, время, конечно, прошло, но, само собой, у человека стресс, сами понимаете, если к вам приедут люди в масках, там, с автоматами, да, я думаю, удовольствия немного на самом деле. Поэтому... Самый простой вариант, как я сказал, положили трубку и не реагируем. Я если ответил на вопрос. Да, спасибо. Коллеги, тогда с вашего разрешения вот передаю микрофон Марии Геннадьевне. Да, поблагодарим за очень содержательное, подробное выступление наших спикеров. И Мария Геннадьевна, я думаю, сейчас уже подведет короткие итоги вот первой нашей онлайн-части. Спасибо. Да, благодарю, Дмитрий Евгеньевич, Родион Леонидович. Я считаю, что сегодня была затронута очень важная глобальная тема о том, что нам не надо перечислять виды мошенничества, которые появляются каждую минуту, а о том, что нам нужно тренировать свое критическое мышление и цифровую финансовую гигиену. Это вообще самые крутые понятия, которые я сегодня услышала. И если мы действительно поймем концепцию единого поведения с теми людьми, которые пришли за нашими деньгами, то мы будем безопасно ими пользоваться и сохранять их. Я благодарю партнеров Единого дня финансовой грамотности, я благодарю все муниципальные библиотеки, которые приготовили трансляцию, осуществили, прослушали, поговорили с населением, пригласили специалистов. И, возможно, если есть вопросы, вы зададите их сейчас тем специалистам, которые присутствуют у вас на местах. Я думаю, что тот отзыв, который я уже увидела в чате онлайн-трансляции, о том, что да, действительно, очень серьезная информация была дана непосредственно Родионом Леонидовичем, она сняла очень много вопросов, поэтому сейчас есть убеждение, есть стремление соответствовать этим правилам и беречь свои деньги, и никогда, чтобы нас не обманывали мошенники, нас не обманут под девизом. Мы сейчас в этом смысле супер просвещенные люди. Мы будем использовать эту информацию, я вас призываю к этому и сообщаю, что наших единых дней финансовой грамотности 3. Сегодня мы провели первый на тему финансовая безопасность, но в рамках проекта совместно с Министерством финансов Чувашской Республики, совместно с Республиканским центром финансовой грамотности, совместно с Чувашским отделением ПАО «Сбербанк» мы 27 октября проводим второй день, единый день финансовой грамотности, который посвящен будет финансовому планированию, личному финансовому планированию, тем инструментам, которыми можно этот план реализовывать. И посмотрим на результаты. Мы ждем от вас отзывов, мы ждем от вас анкет тех людей, которые пришли к вам сегодня на мероприятие.
Мы ждем о том, что пресс-релизы о проведенных мероприятиях в каждой муниципальной библиотеке будут размещены на сайтах библиотек, и как можно больше людей увидят сегодняшнюю запись. Вы, пожалуйста, о ней расскажете в своем пресс-релизе. И как можно больше людей у нас будут действовать разумно, с критическим мышлением ко всем незнакомым людям и соблюдать правила финансовой гигиены. Спасибо вам за внимание. Мы завершаем трансляцию. Всего вам самого доброго.